В Казахстане задерживают гражданских активистов. В Алматы в субботу должен состояться учредительный съезд новой оппозиционной партии. Силовики останавливают политически активных граждан прямо на вокзалах и в аэропортах. Тем временем правозащитники говорят, что с принятием нового закона о мирных митингах проводить их станет вообще невозможно. Мы призываем, если серьезно, не рассматривать даже этот документ, а приостановить его рассмотрение или выдвижение в Маджлис. Коронавирус не ослабевает, число смертей растет. На блокированном лайнере в японской Якогаме обнаружен гражданин Кыргызстана. Тем временем гражданка Таджикистана вышла из карантина и рассказала, как ее эвакуировали из Китая, а потом лечили в Душанбе. Мы спрашивали у медсестр, как там кто-нибудь болеет, кто-нибудь температурит, просто интересно было. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. В Казахстане проходят массовые задержания активистов. За последние дни полиция привлекла к ответственности по различным обвинениям несколько десятков человек. Правозащитники утверждают, что таким образом активистам мешают принять участие в учредительном съезде новой оппозиционной партии в Алматы. О ее создании в конце прошлого года объявили известные казахстанские активисты, рассказывает наш корреспондент в Нур-Султане Ернур Досжанов. Вот, это моя совсем новая машина. Сегодня ее подожгли, примерно в час ночи. Этот сгоревший дотла автомобиль принадлежит активисту из Джанаузеня Муратбаю Жумагалиеву. Инцидент произошел накануне ночью. Мужчина утверждает, машину подожгли, чтобы запугать его и других активистов. Не знают уже, как противостоять нам, и поэтому идут на такой шаг. Смотрите, как же это подло. Последние несколько дней полицейские всерьез взялись за активистов, планирующих принять участие в учредительном съезде новой оппозиционной партии. Собрание запланировано на 22 февраля в Алматы, но правоохранители не дают делегатам даже добраться до южной столицы Казахстана. Людей задерживают прямо в аэропорту и на вокзалах. Основные аресты проходят на западе страны – Уральске, Атырау и Жанаузене. Задержание начали делать примерно 4 дня назад с того, что начали задерживать местных активистов. И задерживали их по различным предлогам. Да? То есть, основной предлог – это, в частности, за проведение различных пикетов одиночных, которые они провели до этого ранее. Давление на активистов идет неспроста, говорит один из инициаторов создания оппозиционной партии Жанболат Мамай. По его словам, власть всячески пытается сорвать съезд и помешать появлению в стране новой политической силы. Власть делает все, чтобы в Казахстане не была создана новая политическая организация, новая политическая партия, независимая от власти, имеющая свое собственное мнение и которая может консолидировать значительные протестные силы Казахстана. То есть власть делает все. Новая политическая партия, тем более оппозиционная, нужна Казахстану, уверен экс-сенатор, а ныне общественный деятель Уалихан Кайсаров. Загвоздка лишь в том, как он утверждает, сумеет ли эта политическая сила оправдать доверие граждан и что-либо противопоставить действующей власти. Сегодня остались только те политические партии, которые подыгрывают Нур-Отану и, скажем, играют по тем правилам, которые Нур-Отан диктует. Решили создать новую партию. В принципе, в этом ничего плохого я не вижу, только положительные моменты. Другой вопрос, насколько она будет боеспособна, насколько она будет мобильной, насколько она найдет поддержку среди широкого слоя населения. И насколько у власти хватит духу зарегистрировать эту партию. О создании новой оппозиционной партии стало известно в конце прошлого года. Ее инициаторами, помимо активиста Жанболата Мамая, стали политик Тулеген Жукеев и журналист Сергей Дуванов. По законодательству Казахстана создать партию можно лишь после проведения учредительного съезда. Участие в нем должны принять не менее 1000 человек, представляющих 2/3 областей, города республиканского значения и столицу. Ернур Досжанов, Ганизат Оспанов, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Нур-Султан. Правозащитники Казахстана требуют, чтобы новый закон о мирных митингах ни в коем случае не попал в парламент. Они считают, что документ разрабатывался без учета общественного мнения. Уже несколько дней итоговый вариант законопроекта обсуждается правозащитниками, которые отзываются о нем крайне отрицательно. Их мнение выслушала Шолпан Разбекова. Да, данным действием мы хотим показать, чтобы на пальцах объяснить,
как это будет, если мы примем данный закон, как проведение митинга будет проходить в реалиях. Активисты и правозащитники играют в митинг. Инсценировка для того, чтобы понять, как будет действовать новый закон, если его примут в парламенте. У каждого своя роль. Кто-то представляет госорганы и полицию, а кто-то играет себя, как и в жизни. Держит плакат с лозунгом. Вот, например, активные граждане пытаются уведомить чиновников, что они хотят провести мирный митинг, согласно новому закону. Сегодня 18 число хотим провести 30 февраля, 28 февраля. Мы успеваем? Это получается 10 дней, да? Нет, не успеваете. Дальше игроки пытаются показать то, что именно в закон о мирных митингах пытаются внести чиновники, которые и разрабатывали проект. Будет необходимо сдавать полный список с точным количеством участников, плакатов и даже журналистов. Но как это будет контролироваться, пока никто ответить не может. Ну и итог игры. Одно из многочисленных норм закона обязательно будет нарушено. Сами правозащитники говорят, что требования эти нереальны. А значит, митинг будет немедленно прекращен с помощью задержаний. Уже совсем скоро к законодателям попадет новый проект закона о мирных митингах. Изначально он, конечно же, обсуждался с общественниками и правозащитниками. Основой должен был быть вариант, разработанный правозащитником Евгением Жовтисом. Правда, сегодня Жовтис свою работу не узнает. Обратите внимание, никакого отношения лично я ни к этой концепции, ни к этому законопроекту не имею ни в каком качестве. Поэтому любые попытки сказать, что этот законопроект сделан на основе моего, что эта концепция, так сказать, была каким-то образом, там, не знаю, согласована, обсуждалась, как-то соответствует тому, о чем говорил, ничего подобного, я к этому не имею никакого отношения. Жовтис считает, что в этом документе не только не учли мнение общественности, но и сформулировали буквы закона таким образом, что законно провести митинг будет попросту невозможно. Даже самые главные требования, которые были озвучены ранее, указаны с выгодой для власти. Уведомительный характер проведения митинга в этом законопроекте только на бумаге. На самом же деле необходимо получить ответ от госструктуры. Министр информации Даурен Абаев этот момент обещал доработать. Вот смотрите, уведомительный характер, это означает, что организаторы могут уведомить, и если не поступит отказ, это автоматически означает, что согласие. Они могут выходить. Вот как раз сегодня мы этот вопрос и обсуждали. Да, мы услышали, что 10-дневный срок возможно. Это слишком большой срок. Абсурдным правозащитники назвали и условия проведения мирного митинга. Прежде чем уведомить мэрию, необходимо сдать огромный список документов, предоставить точное количество участников, аккредитованных журналистов и даже предоставить трибуну каждому митингующему. Небольшое отступление от регламента будет караться новым законом. Есть большие проблемы в условиях согласования митингов. Проблемы концептуальные, что это закон не для народа, не для проведения митинга, а для того, чтобы оградить себя. Поэтому мы призываем, если серьезно, не рассматривать даже этот документ, а приостановить его рассмотрение или выдвижение в мажилис. Сейчас правозащитники и гражданские активисты намерены привлечь внимание властей. Они настаивают вернуть проект на доработку. В противном случае юристы Казахстана намерены обратиться в международные организации. Шолпан Уразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. Так что же все-таки не так с законопроектом о митингах? Об этом мы поговорим с правозащитником, юристом Ерланом Калиевым. Господин Калиев, добрый вечер. Одно из главных требований к законопроекту: митинги должны иметь уведомительный, а не разрешительный характер. Власти вроде бы учли это требование, но разрешение получать все равно придется. Как так получилось, как вы думаете? В действительности наши ожидания оказались неисполненными, и данный законопроект в силу своего противоречия, очевидных противоречий нормам статей Конституции, нормам закона, не говоря уже о международных договорах, на сегодня оказался даже репрессивнее действующего закона бывшего Советского Союза. Касательно уведомительных характера, это все фикция на проверку, так как говорили мои коллеги, хочу сказать, что для властей на сегодня достаточно под предлогом специализированных мест, которые ограниченные места, что там какие-то мероприятия проводятся, отказать. То есть по Алма-Ате на сегодня установлено 2 специализированных места на это огромный мегаполис страны. И для того, чтобы отказать даже в уведомлении, отказать в проведении этого митинга, достаточно будет сослаться на занятость. Именно какие-то организации в это время свои мероприятия проходят.
Но ведь президент Касым-Жомарт Токаев сам говорил о необходимости внести в законопроект уведомительный характер. Получается, все, что он говорил, это неправда получается? К сожалению, мы испытываем большое разочарование. И хотя есть, скажем так, формулировка уведомительная, а на практике, как я говорю, что она ничем не отличается от разрешительного характера. Еще один вопрос. Вот момент, против которого общественность выступает крайне отрицательно. В документе определены конкретные места проведения акций протеста, о которых вы вскользь уже упомянули. Почему вы считаете, что это нарушает и ограничивает права граждан? Ну, во-первых, это прямо противоречит международным договорам, надлежащим образом ратифицированной Республикой Казахстан. В частности, я имею в виду Международный пакт. Во-вторых, само по себе законопроект, если говорить о том, что возьмем Конституцию, что ограничения допустимы, то есть статья 32, что в случае каких-то необходимостей законами, тогда как специализированные места, согласно этому законопроекту, отданные будут устанавливаться подзаконными актами маслихатов, местных маслихатов, что и не есть прямое противоречие даже в норме Конституции. То есть, правильно я вас понимаю, если, допустим, некоторая группа граждан захочет провести митинг против работы, скажем, Министерства внутренних дел, они не смогут подойти к Министерству внутренних дел и там излагать свое мнение, правильно? Вы абсолютно правы, и при этом нарушается основной принцип международного права о том, что смысл проведения акции, это понятно, что это озвучивание проблем, да, и основной принцип это видимость и слышимость. И представьте пример, как вы сказали, на примере того, что если люди недовольны работой правоохранительных органов, хотят выйти, выразить им свой протест, их отсылают, допустим, в кинотеатр с РРК. И причем здесь киномеханик будет вынужден выслушать, которому придется выслушивать некомпетенции или тоже недоработки сотрудников правоохранительных органов. Но это нонсенс, абсурд. С этим разобрались. Далее переходим. Вот, насколько я понимаю, законопроект запрещает использовать незаявленные на митинг лозунги и транспаранты. Вот, к примеру, на акции протеста против семейного насилия кто-то вдруг станет призывать к аресту всех коррупционеров. Вот это будет считаться нарушением закона? В том числе, потому что это под предлогом того, что изменен регламент и повестка о проведении митинга. И к этому остается добавить, что нормы, заложенные в данном представленном законопроекте властями, он еще и носит дискриминационный характер. Так как, согласно теперь этим нормам, полиция имеет право, а также сотрудники государственных органов, потребовать изъять информацию, то есть аудио-видеозаписи, что у журналистов, что у участников. Что прямо противоречит статье 14 закона о СМИ, где говорится, в частности, что такое информация. Информация – это продукт. И в норме статьи 14 закона о СМИ прямо четко сказано, что он может быть изъят только по решению суда. Однако здесь, в этом новом законопроекте, правоохранители и представители государственных органов наделяются особым правом, вопреки, повторюсь, действующей норме статьи закона о СМИ. Давайте поговорим немного о нарушениях, вернее наказаниях. Что касается наказаний, вот правда ли, что размер штрафа за нарушение закона о проведении митингов хотят увеличить? Да, к сожалению, это тоже так. И все это в совокупности говорит о том, что предложенный на сегодня законопроект обществу, он носит исключительно репрессивный характер и прямо не соответствует при этом абсолютно. Опять же, повторюсь, утверждение господина Абаева о том, что он соответствует с нормами Конституции, законами страны, а также международными договорами. Ну и коротко скажите, пожалуйста, насколько в итоге увеличится штраф? 10 секунд. Там идет по-моему, до 100 МРП. Хорошо. Господин Калиев, большое вам спасибо за столь исчерпывающие ответы. Вам всего доброго и до свидания. К другим темам. Мирное соглашение США с талибами будет подписан до конца этого месяца. Замглавы офиса экстремистского движения «Талибан» в Катаре Абдул Салам Ханафи сегодня сообщил об успешном завершении американо-талибских переговоров и начале приготовления к подписанию итогового документа.
Диалог Вашингтона с представителями экстремистского движения продолжался в течение 18 месяцев. В США рассчитывают, что мирное соглашение даст старт внутриафганскому диалогу между правительством и талибами, который приведет к окончательному миру в Афганистане. Впрочем, перед тем, как подписать итоговое мирное соглашение с талибами, Вашингтон ожидает реализации взаимосогласованного 7-дневного перемирия в Афганистане. Предположительно, оно начнется 22 февраля. США подчеркивают, что этот шаг должен послужить свидетельством готовности Талибана к миру, и только в случае его успеха можно будет подписать мирное соглашение. В свою очередь, руководство Афганистана довольно скептически относится к перспективе будущего американо-талибского соглашения. Президент Ашраф Гани прямо говорит, что талибы, участвуя в мирных переговорах, используют стратегию троянского коня и считает, что движение не заинтересовано в мирном урегулировании. Мы сумели добиться значительного прогресса, и это несмотря на затянувшиеся обсуждения и последующие за этим переговоры. В данный момент мы обсуждаем снижение уровня насилия, которое должно привести к подписанию соглашения между США и Талибаном. Все это должно закончиться миром для всех афганцев. И тем не менее, в случае подписания мирного соглашения афганское правительство должно будет освободить из тюрем примерно 5000 боевиков, а Талибан обязуется освободить около 1000 пленных. По условиям соглашения, на первом этапе США должны будут сократить численность своего военного контингента в Афганистане с 13 тысяч до 8600 военных. Смотрите далее в нашей программе. Коронавирус не ослабевает, число смертей растет. На блокированном лайнере в японской Якогаме обнаружен гражданин Кыргызстана. Тем временем гражданка Таджикистана вышла из карантина и рассказала, как ее эвакуировали из Китая, а потом лечили в Душанбе. Мы спрашивали у медсестр, как там кто-нибудь болеет, кто-нибудь температурит. Просто интересно было. Мы продолжаем нашу программу. Из Дубая в Душанбе экстрадирован экс-депутат и один из бывших полевых командиров Худжа Каримов. Известный в народе по прозвищу Худжа командир Каримов входил в вооруженную группу Народного фронта, которая во время гражданской войны с 92 по 97 годы поддерживала действующего президента республики Эмомали Рахмона. Во второй половине 90-х он был избран депутатом в республиканский парламент, а с 95 по 2002 Худжа Каримов был главой Федерации футбола Таджикистана. В правоохранительных органах считают, что как раз в этот период Каримов совершил несколько убийств, в том числе 2 депутатов парламента. В рамках расследования этих убийств еще 11 лет назад Худжа Каримов был объявлен в розыск по линии Интерпола. В МВД Таджикистана надеются выявить и другие преступления бывшего полевого командира. На своем официальном сайте Министерство внутренних дел попросило граждан сообщить или предоставить властям сведения или доказательства преступлений экс-боевика. А тем временем в соседнем Узбекистане о своем существовании напомнили соратники другого полевого командира Народного фронта Махмуда Худойбердиева. Бойцы мятежного полковника попросили у властей узбекистанского гражданства. Радио Озодлик сообщает, что за последние 2 недели как минимум 7 человек, представившиеся членами группировки Махмуда Худойбердиева, обратились за помощью в правозащитные организации в Ташкенте. Корреспонденту радио Озодлик удалось встретиться с 2 из них. Собеседники на условиях анонимности сообщили, что около 50 семей бойцов мятежного полковника в Узбекистане имеют проблемы с документами. Они также сообщили, что значатся в списках личного состава воинских частей в Ангрене и Джизаке. Полковника Махмуда Худойбердиева в Таджикистане обвиняют в совершении различных преступлений, в том числе в мятеже против правительства Эмомали Рахмона. Официальный Душанбе заявляет, что укрывшийся в Узбекистане в начале 2000-х Худойбердиев продолжает представлять опасность для страны. Власти Таджикистана объявили мятежного полковника в международный розыск. Первого кыргызстанца с коронавирусом выявили на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии. В МИДе страны считают, что диагностировать заболевание у кыргызстанца могли из-за соседа по каюте, который был заражен ранее. Хроника коронавируса у Джибек Бигалиевой. Пассажиры, которые застряли на круизном лайнере у берегов Японии, смогут сойти на сушу уже завтра. В карантине останутся только те, у кого нашли коронавирус. В их числе, по данным СМИ со ссылкой на Минздрав Японии, может оказаться и гражданин Кыргызстана. МИД в Бишкеке сообщает, что состояние мужчины удовлетворительное, температуры нет, медикаментозного лечения ему пока не назначали. Возможно, есть люди, которые имеют отрицательные результаты, но они все еще могут быть инфицированы. Но мы все же хотим, чтобы у них были более строгие меры предосторожности. Частое мытье рук, отказ от посещения массовых мероприятий.
Тем временем 4 казахстанцев – это 2 женщины с детьми, которые тоже находятся на борту, изолированы от инфицированных. Вируса у них не нашли. Всего на судне сейчас находится более 3000 человек. 454 из них заражены коронавирусом. Это большая часть людей, заболевших вирусом вне Китая. Масштабная эпидемия уже влияет на работу крупных корпораций. Apple собирается ограничить поставки гаджетов из-за приостановки некоторых предприятий в Китае. Миллиардные убытки, по словам аналитика Фрэнсиса Луна, сейчас подсчитывают в самом Китае, особенно в Гонконге. В прошлом году мы пострадали от торговой войны, а затем от гражданских беспорядков. Теперь, когда мы только собирались встать на ноги, у нас начался коронавирус. Так что это тройной удар, и Гонконгу был нанесен непоправимый ущерб. Я не думаю, что Гонконг когда-либо вернет свою былую славу. Фрэнсис Лун рассказывает, что из-за страха перед коронавирусом и ограничений в поездках люди отменили тысячи рейсов и броней в отелях. Не состоялись множество культурных и деловых мероприятий. Под особый удар попал ресторанный бизнес. Эксперт считает, что, скорее всего, впервые за последние 10 лет Гонконг столкнется с резким скачком безработицы. И еще немного о коронавирусе. 330 граждан Таджикистана, которых ранее поместили в карантин из-за коронавируса, уже выписаны из больницы. Более 700 человек все еще находятся в изоляции. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Таджикистана. В стране пока не зафиксировано ни одного случая заражения. Наш корреспондент в Душанбе Анушервон Арипов поговорил с девушкой, которая была в карантине, и узнал, как она провела последние 14 дней. Шахноза Ледащева, одна из первых, прибыла на родину из Китая. По словам девушки, если бы ее заранее предупредили, что 2 недели придется сидеть в карантине, она осталась бы в провинции Хайнань, где проходила годовые языковые курсы. О том, что придется находиться в изоляции, Ледащева узнала только в столичной больнице. Девушка говорит, что в боксе она была вместе со своей подругой, которая также приехала из Китая. Им повезло, дали большую палату на 2. Другим достались более тесные боксы. Мы проспались достаточно поздно, в 10. Потом мы завтракали, и кто что делал. А моя подружка читала, я занималась домашним заданием или подготовкой к экзамену. И в обед потом мы ложились спать. Мы много спали там, конечно, потому что очень было скучно. Больничную пищу Шахноза не ела, как и большинство оказавшихся в карантине. Говорит, невкусно. Еду ей приносила 3 в день мать и передавала через врачей. Так как из боксов не выпускали, все больничные новости девушка узнавала у персонала. Мы спрашивали у медсестр, как там кто-нибудь болеет, кто-нибудь температурит. Просто интересно было. И медсестры говорили, есть пару человек, кто простудился, а так никто не болел. Заболеть в больнице Шахноза не боялась, как и большинство тех, кто выписался одновременно с ней и с кем девушка успела пообщаться. В Таджикистане случаев заражения коронавирусом пока не было, а потому и отношение к эпидемии в целом спокойное. Правда, многие все же надевают маски, а кто-то считает, что в этом нет необходимости. Я ношу маску, просто сейчас такая погода, я думаю, бесполезно носить маску. Вообще, сам по себе ношу маску. Эти маски долго носить нельзя, но многие надевают их по нескольку раз. Толку нет. Пользы от этих тонких масок нет вообще. Иногда, не часто. Была маска, сейчас вот выкинул. Я об этом даже не думал. С начала эпидемии в Китае цены на простые однослойные маски в Таджикистане выросли с $1 до 1,5. По словам фармацевтов, к подорожанию они не имеют отношения. Цену подняли производители. При этом маски завозят с запасом. Маски, как и раньше, и сейчас доступны. В связи с коронавирусом спрос на них, конечно же, вырос. Торговля немного лучше идет. Шахноза должна была провести дома только 3 недели, но университет провинции Хайнань продлил каникулы. Ее однокурсники, которые остались в Китае, изолированы в учебном кампусе. Когда их выпустят и когда учебное заведение продолжит работу, она не знает. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Я желаю вам всего доброго. До встречи в эфире. Фейковый погром. Крымчан убивали под Корсунем Шевченковским?
вот так вот вытащили с автобуса, стрельнули в лоб. Ни одного раненого не было, ни одного убитого. Стреляли в антимайдановцев из Крыма? Нет, выстрелов не было. Что на самом деле случилось с крымскими антимайдановцами в 2014-м? Смотрите «Крым Реалии» в эфире телеканала «Настоящее время». А в тундре вообще проще, там, например, сейчас мы зимой сюда прикослали, весной мы в марте уже отсюда будем трогаться. Продукты купим уже на лето, сейчас в марте. Кочевникам дают 3000 рублей в месяц, ну сейчас недавно говорят 5000 стало.